Да. Добрый день. Добрый день, уважаемые наши друзья. Вас приветствует Коми Республиканский институт развития образования. Сегодня мы приветствуем всех участников республиканского конкурса «Читающая мама», «Читающий папа», «Читающая страна». Здравствуйте, уважаемые участники, члены жюри и гости нашего мероприятия. Все, кто в этот морозный вечер подключился к нам онлайн, и те, кто пришел к нам в институт, чтобы очно поздравить победителей конкурса. Сегодня для нас особый день. Сегодня мы проводим церемонию награждения победителей и призеров республиканского конкурса. Конкурсу уже 4 года, и наш институт, Коми Республиканский институт развития образования, является организатором данного конкурса. А ведущий торжественного мероприятия сегодня ректор Коми Республиканского института развития образования Галина Владимировна Китай-Городская и Елена Владимировна Рочева, старший методист нашего центра. На протяжении многих веков книга являлась главным источником развития и воспитания детей, а чтение вслух в домашнем кругу было одним из самых популярных видов досуга. А сейчас немного из истории. Мы хотим вам напомнить, что книга появилась, конечно, в глубокой древности. А при Петре I в Российской Федерации появились печатные книги. Именно с этого времени начинается история и литературного чтения. Да, появляются печатные книги, журналы, но сегодня, уже в 21 веке, мы говорим о чтении как об очень важном процессе воспитания, семейного воспитания, воспитания нашего подрастающего поколения. Очень важно, что 4 года назад, когда мы проводили первый раз конкурс, участниками конкурса было 299 семей из нашей республики. Это было несколько лет назад, и вместе с нами было только 6 городов и 4 района нашей республики. Прошло время, и ситуация изменилась. Сегодня в конкурсе принимают участие все 20 муниципальных образований нашей республики. И мы сегодня понимаем, что количество подключений, которое сейчас именно определяет и вашу активность, уважаемые участники, сегодня достигает уже более 400. С каждым годом растет число участников, меняется количество и название номинаций, расширяется география конкурса. В 2019 году была включена отдельная номинация для пап «Читает папа» по просьбе самих же пап. 2020 год. Да, традиционные 4 номинации. Читает папа, читает мама, читающая семья, читаем на коми-языке. И мы в прошлом году представили еще одну номинацию. Читаем произведения писателей Республики Коми. А в 2021 году для творческих семей предложена новая номинация «Инсценировка». И мы совсем не прогадали. Мини-постановки наших участников удивили и порадовали всех членов семьи жюри. 2021 год. В этом году 568 семей принимало участие в нашем конкурсе. И действительно впервые были представлены все муниципальные образования нашей любимой родной республики. Нам очень важно, что оргкомитет принял решение. И в этом году у нас уже 29 призовых мест. Потому что каждая работа, уважаемые наши участники, она была настолько уникальной, что мы очень с большим трудом смогли отдать свои предпочтения.
Поэтому, конечно, оргкомитет, принимая такое решение, еще раз обратился к нам как организаторам, что в следующем году нам надо подумать и об увеличении номинаций, и придать данному конкурсу значение не только республиканское, а может быть привлечь и другие субъекты Российской Федерации. Галина Владимировна, вы являетесь председателем жюри конкурса. Можно задать вам такой вопрос? Интересуются почти все участники. Как можно проверить все 568 работ? Это удивительное было время для нас, для всех экспертов. Всего лишь 10 дней, но они пролетели незаметно. Потому что, да, по вечерам у нас было уникальное для нас экспертное занятие проверять, рассматривать и получать невероятное удовольствие от каждой работы. Лена Владимировна, это удивительные семьи. Мамы, папы, дедушки, бабушки. Вы знаете, мы погружались в ваши семьи, в ту атмосферу любви и радости. И я благодарю вас, как и председатель жюри, и председатель оргкомитета, за эту удивительную возможность еще раз осознать, что сегодня в Республике Коми удивительные, уникальные семьи. Мы гордимся вами, и мы очень надеемся, что именно вы, уважаемые коллеги, сохраните именно эту любовь к чтению на протяжении всего периода взросления ваших детей. Я назвала вас коллегами не случайно, я сама литературовед, и я думаю, что выбор текстов, которые вы определяли, он действительно был методически очень грамотный. Поэтому, уважаемые наши родители, именно в этом конкурсе для нас вы стали нашими коллегами. Спасибо, Галина Владимировна, за содержательный такой ответ. А я, с вашего разрешения, представлю, кто у нас был членами компетентного жюри. Являются у нас представители Коми Республиканского института развития образования, представители Национальной библиотеки Республики Коми. Также у нас номинацию ПАП видеоролики смотрели общественное движение Совет отцов Республики Коми. Приняли участие в качестве членов жюри Коми научный центр Уральского отделения Российской академии наук. Чем больше конкурсных работ, тем больше членов жюри, которые внимательно просматривали все конкурсные работы. Ну что, на самом деле колоссальный труд проделали все, и участники, и члены жюри, и организаторы. Да, Елена Владимировна, конечно, это очень важно, что действительно это колоссальная работа, очень значимая для наших экспертов. Но сейчас настало время нам начинать церемонию. Церемонию награждения победителей республиканского конкурса «Читающая мама», «Читающий папа», «Читающая страна». Очень много призов, уважаемые наши родители, наши и коллеги, я знаю, что нас смотрят и педагоги. Посмотрите, сколько призов мы для вас приготовили. Это призы и от института, и от наших коллег, партнеров. И, конечно, мы благодарим всех участников. Да, кто-то станет победителем, кто-то призером, но нам очень важна ваша именно, каждого из вас, заинтересованность в участии. Вы действительно великолепные семьи. Призы будут направлены в управление образования каждого муниципального образования. Те, кто проживает в городе Сыктывкаре и в ближайших районах, могут забрать наградные материалы у нас в институте после предварительной договоренности, после новогодних каникул. Ну что, начинаем? Да, мы начинаем с самой большой по объему номинации. Читает мама. Внимание на экран. Как Незнайка сочинял стихи. После того, как из Незнайки не получилось художника,
Он решил сделаться поэтом и сочинять стихи. Слыхали? Сегодня в подъезде 8 ходил почтальон с необычным письмом. Измятый конверт, а на нем по линейке написано четко: «Вручить не умейки». На первый этаж письменосец зашел, увидел, как Вову сажали за стол. Со сказкою Вове вливали бульон. «Письмо неумейки», — сказал почтальон. Крошка сын пришел к отцу и спросила кроху, что такое хорошо и что такое плохо. У меня секретов нет. Слушайте, детишки, папы этого ответ помещают в книжки. Старушка спокойно жила, сухарики ела и кофе пила. И был у старушки породистый пес, косматые уши и стриженный нос. Старушка сказала: «Открою буфет и косточку пуделю дам на обед». Подходит к буфету, на полку глядит, а пудель на блюде в буфете сидит. У меня зазвонил телефон. Кто говорит? Слон. А потом позвонил крокодил. А потом позвонил медведь. Да как начал реветь. Погодите, медведь, не ревите. Объясните, чего вы хотите? Но он только му да му. А к чему, почему? Не пойму. Материнское чтение – это не просто совместный досуг. Это очень серьезная творческая работа, в которой участвуют и мама, и ребенок. И сегодня уже доказано, что именно материнское чтение является главным условием для формирования критического мышления и осознанного отношения к действительности. Да, поэтому и все 275 работ, присланных на конкурс в данной номинации, оценивались очень серьезно. Как вы уже сказали, в жюри были авторитетные специалисты из Национальной библиотеки Республики Коми, которые не первый год проверяют конкурсные материалы. У нас в членах жюри Елисеева Ирина Семеновна, ведущий библиотекарь отдела гуманитарных наук Национальной библиотеки Республики Коми. И Пахолкова Марина Николаевна. А также Казаринова Вера Николаевна, главный библиотекарь отдела краеведческой и национальной литературы Национальной библиотеки. А сейчас мы объявляем победителей и призеров нашей первой номинации. Читает мама. И дипломы. Диплом мы будем демонстрировать, уважаемые наши участники. Будут вручены. И они обязательно будут направлены каждому из вас. Итак, диплом 3-й степени в номинации «Читает мама» вручается Колодкиной Олесе Евгеньевне и Евгению из поселка Синдар Княжпогостского района. Поздравляем! Диплом 3-й степени вручается Моминовой Юлии Петровне и Дмитрию, город Воркута. Диплом 2-й степени вручается Апшанской Анастасии Евстафьевне и сыну Михаилу из города Ухты. Диплом 2-й степени вручается Шпаковой Светлане Ивановне, Полине и Вадиму, город Воркута. Ну и победители нашей номинации «Читает мама» становится Лобанова Елена Васильевна и сын Василий, город Воркута. Поздравляем вас! Вы слышите наши аплодисменты. Я думаю, все все- очень рады, да? Спасибо вам большое. Итак, «Читает мама». Поздравляем всех участников этой номинации и победителей тоже в отдельности. Молодцы! Но мы продолжаем объявлять победителей и призеров. Номинация «Читает папа». Внимание на экран.
Ехали медведи на велосипеде, а за ними кот задом наперед, а за ними комарики на воздушном шарике, а за ними раки на хромой собаке, волки на кобыле, львы на автомобиле, зайчики, трамвайчики. Жаба на метле едут и смеются, пряники жуют. Привел охотник старика в свою баньку, кормил его, поил, травами ногу лечил. 3 дня прошло, и выздоровел старик. Собрался уходить и сказал на прощание: ты мне помог, и я тебе помог. Наряд, смотри, какая у нас есть книжка. Давай папа нам ее почитает. Давай. Перед самым Новым годом захотелось зайцу морковки. А где ее взять зимой? Зима не лето. Спустился заяц во враг, а там под сосной лесной родник бьет. Наклонился заяц к роднику, стал воду пить и увидел на самом дне серебряный ключик. Взял заяц ключик и поскакал к лосенку. Начнем мы с очень интересного факта. Ученые из Гарварда отмечают, что наши папы очень творческие читатели. Если мама читает произведение и задает вопросы ребенку, то она очень задает конкретный вопрос. Кого ты видишь на этой иллюстрации? Сколько здесь яблок? То папа, как творческий читатель, он обращает внимание на ассоциации. Именно у мужчин, оказывается, развито именно и критическое мышление. Поэтому он ребенку задаст другие вопросы. А помнишь ли ты, когда мы вместе собирали яблоки? А помнишь ли ты эту лестницу, по которой мы вместе с тобой гуляли? Поэтому, конечно, очень важно, что папы стали активными участниками нашего республиканского конкурса. В этом году 51 участник уже в этой номинации. Экспертами данной номинации выступили члены общественного движения Совет отцов Республики Коми. Ох, и трудная досталась им работа. И мы объявляем победителей и призеров. Но начинаем мы с диплома 3-й степени. Да. Итак, диплом 3-й степени в номинации «Читает папа» вручается Бажукову Илье Сергеевичу, Вере и Владиславу, город Воркута. Принимайте поздравления. Диплом 2-й степени вручается Осипову Сергею Юрьевичу и сыну Матвею из поселка городского типа Троицко-Печорск. А победителем в этом году становятся Козлов Василий Николаевич и Христина, город Сыктывкар. Всех победителей вы видите на экране. Поздравляем! Подарки до вас дойдут обязательно. Поздравляем всех победителей, благодарим всех конкурсантов, кто прислал свои видеоролики. Папы, давайте докажем американским ученым, что они правы в одном. Отцовское чтение очень сильно влияет на развитие речи у маленького ребенка. Читаем детям каждый день. А мы переходим к следующей номинации. Читающая семья. Мы смотрим вместе с вами видеоролик. Ну, Аленка как закричит, а она громче нас двоих кричит. Неправильно! Ура! Ты говоришь хыхки, а надо сыски. А Мишка? Именно что не надо сыски, а надо хыхки. И оба давай реветь, только и слышно. Ведь это очень простое слово. Я остановился и внятно сказал. Никакие не сыски, никакие не хыхки. А коротко и ясно, фывки. Вот и Даже все. звонил телефон. Кто говорит? Слон. Откуда? От верблюда. Что вам надо? Шоколада. Для кого? Для сына моего. Мой милый, хороший, пришли мне калоши. И мне, и жене, и Татоши. Потом позвонили мартышки. Пришлите, пожалуйста, книжки. А потом позвонил медведь. Да как начал. Дама сдавала в багаж.
диван, чемодан, саквояж, картину, корзину, картонку и маленькую собачонку. Товарищи, где собачонка? Вдруг видят, стоит у колес огромный взъерошенный пес. Поймали его и в багаж, туда, где лежал саквояж. Ну, Но мы обращаемся к нашим российским ученым. Наши российские ученые, педагоги, методисты доказали, что книга – это не только источник знаний. Очень важно, что книга, она формирует атмосферу любви и радости в семье. Это очень важное условие именно чтения, воспитания в семье. Очень важно, что именно благодаря чтению, совместному чтению, мы создаем вместе с нашими детьми особую атмосферу понимания, осознания, что мы едины. И действительно, читая, мы понимаем наших детей, мы чувствуем их эмоции, потому что, читая, мы передаем наши чувства, эмоции. А, конечно, самое главное чувство в семье – это любовь, уважение. В 2021 году условия для данной номинации изменились. Семейное чтение и чтение по ролям стали приоритетными в данной номинации. Инсценировки же и постановки перешли в отдельную номинацию, о которой немножко позже. Поэтому, конечно, нам было очень важно, как экспертам, членам жюри, оценить глубину проникновения в текст, почувствовать, как вы, уважаемые родители, воспринимаете текст и доносите этот смысл до детей. И в этом году в номинации уже принимают участие 63 участника. Мы объявляем победителей и призеров номинации «Читающая семья». Диплом 3-й степени. Семья Лагутовых, город Емва. Диплом 2-й степени. Семья Кривошаповых, город Воркута. Ну и победители данной номинации – это семья Кочневых из города Емвы Княжпогодского района. Мы поздравляем всех счастливчиков, кто стал победителем и призером в данной номинации. Читайте детям не нотации, а книги, советует вам, уважаемые родители, Григорий Остер, популярный детский писатель, сценарист и телеведущий, на вредных советах которого выросли уже несколько поколений читателей. А мы переходим к следующей номинации. В прошлом году мы впервые представили данную номинацию в конкурсе. 100 лет нашей республики, нашей любимой республики Коми. И действительно, эта номинация на протяжении 2 лет, она очень активна. И эта активность определяется именно выбором произведений писателей Республики Коми. Нам очень важно, что вы, уважаемые наши родители, читаете произведения писателей. Писателей, которые долгое время жили, живут на территории нашей республики. Мы обращаемся, да? Мы обращаемся к видеоролику? Да, просмотрим. Так как мы живем в республике Коми, сегодня мы будем читать сказку об одном из 7 чудес России, которая называется «Хозяин Урала». Она расскажет нам легенду о том, как появилось плато любовь к чтению мне привили родители. Одни из самых моих любимых книг – это рассказы и повести писательницы Республики Птинский Коми. поэт написал сборник стихов для детей
И вместе с детьми, которые проиллюстрировали этот сборник, сделал такую замечательную книжку. Вот на каждом развороте есть к каждому стихотворению иллюстрации от детей. Здесь охотники, да? Коми охотники, как твой папа. Ты будешь так же, как папа охотников? В лес будешь ходить? Да. Ну смотри, раньше у охотников были лук и стрелы. А теперь ружья длинные-предлинные. Давайте прочитаем про них, про охотников. Да. Молодые охотники соревновались. На самую крепкую ель вешали вырезанную из дерева фигуру белки или куницу. Сейчас трудно кого-то удивить, но никакие чудеса в мире не сравнятся с книгой. Вместе с героями Елены Габовой, Соломоне Пылаевой и других писателей Республики Коми можно улететь в космос, отправиться в будущее, попасть в прошлое, а самое интересное – попасть в необычные ситуации с необычными героями. И в этом году в этой номинации представлено 35 работ. Мы хотим ваше внимание обратить, что участники конкурса из Воркуты и Ухты представили произведения авторов своего района. Да, они с удовольствием читают произведения писателей, которые долгое время жили в Воркуте и в Ухте. Это очень важно. Елена Евгеньевна Афанасьева, член Союза писателей Республики Коми и член жюри номинации, от всей души вас поздравляет и дарит вам свою книгу. Она автор книги. Книга двухсторонняя на русском языке и на коми-языке. Да, вот такая прекрасная. И автор ее Мы советуем вам всем ее прочитать. Очень интересно. Я думаю, она вам понравится. Понравится и вам, и вашим детям. И подарки призерам данной номинации дарит Союз писателей Республики Коми. Диплом 3-й степени вручается семье Шереметьевых, город Ухта. Диплом 2-й степени вручается семье Ресных из города Воркуты. И победителями становятся семья Некрасовых, город Воркута. Поздравляем всех, кто принял участие в этой номинации. Ну и что? Приглашаем сейчас поближе к экранам участников номинации «Инсценировка» для самых творческих семей. Внимание на экран. Скорее, идите сюда. Сказка начинается. Однажды отец с матерью ушли, а дочка посадила Иванушку на травку. Печка, Печка, подскажи, куда гуси-лебеди полетели? После этого Аленушка, братца одного, во дворе не оставляла. Я зайка, ты усы. Можно с вами подвичь? Я ежик. Пустите меня подалю-то. Я волк. Пустите меня, сказка про красную сапочку. Ходит волк с тех пор к старушке, с чаем кушает ватрушки. И бабуля не скучает, с волком в шахматы играет. Вот и сказки конец, а кто слушал, молодец. Вот мачеха и придумала падчерицу сосвету жить. Повез девушку в лес, свалил в сугроб под большую ель и уехал. Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красное? Тепло, Морозка, тепло, дедушка. Морозко стал ниже спускаться, сильнее потрескивать и пощелкивать и приговаривать. Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красное? Данная номинация была впервые предложена членам жюри.
И как было трудно определить и самую читающую семью, и самую творческую. Настоящие кукольные спектакли, постановки в домашних условиях и даже на улице разыграли взрослые вместе с детьми. Успевали мгновенно превращаться в других героев и говорить на их же языках и их же голосами. На конкурс в номинации «Инсценировка» было представлено 35 работ. Поддержим всех участников новой номинации и объявим победителей. Диплом 3-й степени в номинации «Инсценировка» вручается. Семья Цветковых, город Ева, стала дипломантом данного конкурса. Диплом 2-й степени вручается семье Петровых из города Ухты. И победителями стали город Воркута, семья Георгиевых. Поздравляем победителей! Поздравляем от всей души победителей новой номинации «Инсценировка». В номинациях, где читают произведения на коми-языке, с каждым годом увеличивается количество участников. Вот перед вами уже наименование первой номинации читает «Мама на коми-языке». И мы понимаем, что действительно сегодня такая активность, она закономерна. Сегодня в республике сформирована система сохранения и развития родного языка и родной коми-литературы. Ребенок при этом не только овладевает родным языком, но и осваивает и красоту, и лаконичность. Членами жюри данной номинации, где читают на коми-языке, были Сажина Светлана Александровна, кандидат филологических наук, заведующий сектором языка Института языка, литературы и истории Федерального исследовательского центра Коми-научный центр Уральского отделения Российской академии наук. И Вера Николаевна Казаревна, представитель Национальной библиотеки нашей республики. А также Черных Мария Васильевна, это методист лаборатории развития этнокультурного образования Коми-республиканского института развития образования. Итак, внимание на экран. Смотрим видео номинации «Читает мама на коми-языке». Куем журяклер калмалысны от согласан куем шипас. Да ч. Бульжурьен пызан булас едвеже сыстам пызандыра. Джоджа свой салама мичашерия са джодждыра. Кильча помса джим буран еджедать сыртам. Мича позьен, пожем юлин, лусья стучки, вылин, олес вылез и четко. Сиевали машке, бор, будто даш, оши вор. Волгам югдекса библиотека, татан зев мича, кыпы, уна небо гяс. Соталын куча моет кутаметян лыддиме. Кыин верме желону йортан. Олыс вылез зев полыш кыч. Со бараматы смысла не млунес. Руч давырын олыш мукадзверес, вещь честно сидора. Аскадны сезм унадны бочны, гусли, гудек, пылян, зев гора варовый тыктыр, да гигжен. Е покой. Тае кией. Тае небыт юршисей. Тае пелей. Тае шинмей. Тае нуры кией инме. Ныруднекан. Тае вомай. Тае банай. Тае ачим шонды бан. Буры на Йоркес. О, то, Кань. Да, Алексей Мишарин, Дижима Кывбур, Кань Елыш, лыдишь там? Лыдишь там. То и филиат Кыв заменка. Кывбур, Кань Дашир, Алексей Мишарин. Эчит рега дали дыры, Вашка Каням кыс широс. Гор тащен, щойны съесно. Широт Кань лысый кишо. Мыши штык бы, он же шой, вишь маскыном. Ой-ой-ой.
В номинации «Читает мама на каком языке» в этом году было представлено 71 работа. И мы очень рады, что в нашей онлайн-студии вместе с нами сегодня Инесса Николаевна Орел, директор издательского дома «Коми», который поддерживает нас, уважаемые участники, и наш институт, и жюри, и вас уже второй год. А второй год вместе с нами на церемонии подведения итогов. Инесса Николаевна, мы хотим вам передать микрофон и прошу вас обратиться к нашим участникам. Бурлун Ставнедле, немножко по коме поговорю. Я надеюсь, что те, кто участвовали в этой номинации, меня услышат, поймут. Дона мамьяс, дона папьяс. Тогда над моими гагырва, таны мурашка ясын пукала, видеда видео яснытте. Митянка двачамати уджидуч. Совмадам комиков. Ми газет журнал от цыган. Совмадам да видям комиков. Ты челядька небо яслыть дешемен. Воеводе тайску там вышны, тай кола научис. И кор ташем видео видедан, да? Кор аджан небог, современный газет-журнал. Окота вышны тайс воде. Окота медом вали кодлы тайс вышны савали. Гагар войны, да? Ми гижам, вычам, леджам, а ты янлы лыддишнусе, ты янлы челядька лыддишне и асланет. Гижетчей коми газет-журнал было. Талон ми ваим кожин, вид кожин. Свежий, жик пачишпетом, вид газет-журнал, да, на что не бог. А джасны бартеджик увидят. Мекасия медом ты наес вижлиннет, тыд машиннет, и энкена гижетче почтапыр гижетчиннет. И водя менкет тая уж санодиннет. Аттеставнедле. Спасибо, Инесса Николаевна. Очень важные слова. Почувствуйте их, уважаемые наши родители, и действительно следуйте этим рекомендациям. А сегодня вместе с нами Вера Николаевна Казаревна, главный библиотекарь отдела краеведческой и национальной литературы Национальной библиотеки Республики Коми. Вера Николаевна, вам слово. Видеоланет подипуктана войтер. Пышачола малоставнете конкурса пырачищесес. Мене мой весь виджедны лыддишам коме номинация. Кычевойс шижим да сыти комиков я ролик. Меду на удж даштымаш ухтаса да карса сыктыв карса олышьяс. Асыща ущинск варкута печора да Сосногорскар яс олышьяс. Шигт грезден олышьяс пиш, вочмещесны сыктывдин да ижва район яс. Не унаечаджик ролик, войс удараиш, кырткересыш, кулемден, емден, луздар сысола да койгырт район ясыш. Уж яс виджедем бырын, пожевычны тачам кывкыртыд. Быдмыш войтырлы, батьмам медьона лыддены мойт яс. Сыща Василий Лыткин, Нина Куратова, Геннадий Юшков, Елена Габова, лышнебыг ясы. А сыджа тыдмыданы Елена Козлова, Александра Мишарина, Соломония Пылаева, Дауна Мукад автор яскет. И таиш меным вылызев долыт. Окота меды воджа конкурсы спашкалас, мед сывмас воджа миян комикывным, мед чорнитас насиен, и дивья ешейсы кужамый комик была чорнитаны не сымын щикт ясын, а и кар ясын. Аттезе выджит ставныдлы. Еше кыс я чолымал вны ставныта локтан выльвоен, да щины ставныдлы кужнем, да буршут. Крепы Джон виджалун, и воджа вылы вермам яс. Атте. Спасибо. Какие важные слова. И, конечно, мы ждем объявления победителей и призеров. Итак, диплом третьей степени в номинации «Читает мама на каком языке» вручается Шлоповой Олесе Васильевне и сыну Михаилу.
село Кослан Ударского района. Диплом третьей степени вручается Чупровой Галине Николаевне, Ирине и Антону, город Ухта. А вторую степень получает Логинова Елена Андреевна, Семен и Дарья из города Сыктывкара. Диплом второй степени вручается и Денисовой Лидии Валерьевне, Егору, поселок Югудьяк, Усть-Куломский район. Ну, победителя объявляем. Победитель конкурса Габова Людмила Васильевна и сын Иван, село Богородск Карткиросского района. Мы от всей души поздравляем всех победителей номинации «Читает мама на коем языке», а также всех участников, что вы приняли у нас участие в нашем республиканском конкурсе. Следующая номинация «Читает папа на коме языке». Видеоролик. Мы ждем видеоролика. Кăģităliș Остайпов, парма ягнолă, сие чукасны Осков, ășin дорадволă. Мича кычка быдмăсен, кокăлă сеș-гарсă, абуăмă любăтен, ради дека корсă. Куда срисуй, Томаш? Один челядь. Тая кăч. Вижу нема кăч, садьми зе воч. Корна аир за маму служисны. Садьми на я се скут, а отнасан мы ок гаштам лăi. А мода чакаме кокля се свечка дышны. Върса кăчăл там, но ты ж свежу. А кормамай да е садьмасны, менин бар так че. Start savage station. Vice крita vais gortas șöt caņpies. Muna vēl škola žaņu gortas. Drug vidžede da tuivula suale vice tik șöt caņpi, da nura vņauza. Kotke tu dale enov tema sie stače. A gortas muna tuiso rozalče. Ioni șöt caņpi. Nora vidžede vice tik krita vela, da ņavzik per Varun, siče šišu. лесничачкам керкашан йогын, выкмис и чеки коз. Лучше пожамяз да козя сылышань, вичадисны сывыла, да ним кодящисны. Зачем сия вали весын дик да меча? Асла жанедик олам чажыны чеки коз, ведмашис качкает. В номинации «Читает папа на коме языке» приняли участие 10 работ. Но каких? Приступим к награждению победителей. Диплом третьей степени вручается Филиппову Сергею Николаевичу и Матвею, село Ижма. Диплом второй степени вручается Филиппову Петру Аркадьевичу, Глебу и Мирону, город Усинск. И диплом первой степени вручается Политову Василию Борисовичу, Ксении и Андрею, село Кослан, Ударский район. Поздравляем наших победителей номинации «Читает папа на коме языке». И следующая номинация, очень ожидаемая, «Читающая семья на коме языке». Видеоролик. Горзе свер ясли. Медине, котке, куди с мене вини? Садьми смішка. Ей, шабаш, тенит, Долго смішок сувала. Гырт ленточкан кырталана. Керче тане мороз пыльдан кошин. Сымын вот мой тане. А ну ж помните, коляк бол, мороз пыль. Абу ылын, абу матын, кынка комиын жататын, öti шиктын, шонут гидин, чоша яслын чожи спи. Варов чоша быть тебе. Чукарчисна ставра двужис, ошки скоди кыджи кужис. Кучем мича, кучем шань, абу щинтам кыджикань. Горзе свер ясли. Медине, кот. Итак, мы подводим итоги. Диплом третьей степени вручается город Ухта, семья Ложаневых. Диплом второй степени вручается семье Якимовых из села Кослан Ударского района. И победителями в номинации «Читающая семья на коме языке» становится
Село Руч, Усть-Коломский район. Семья Гребенюк. Поздравляем наших победителей номинации «Читающая семья на коми-языке». Дорогие наши друзья, участники конкурса, мы подводим итоги республиканского конкурса. И сегодня у нас в гостях Галина Анисимовна Лапшина, председатель Союза женщин Республики Коми, заместитель председателя Общественной палаты Республики Коми. Галина Анисимовна в прошлом году принимала участие в церемонии награждения, и мы помним ее слова, которые определили и стратегию развития конкурса. Конкурс имеет не только республиканское значение, но сегодня мы понимаем, что на федеральном уровне действительно конкурсные мероприятия по поддержке семейного чтения становятся важной федеральной традицией. Галина Анисимовна, вы сегодня вместе с нами. Мы передаем вам микрофон для того, чтобы вы обратились к нашим участникам. Дорогие мамы, папы, ребята, члены жюри, потому что им пришлось поработать много. Дорогие участники, да, это конкурс сегодня носит федеральный уровень. Коллеги, это неспроста. Вы знаете, на сегодняшний день только 1-2%, вернее, большинство школьников уделяют время чтению от 1 до 2 часов в неделю. Это очень мало. Да, в нашей жизни появились гаджеты, другие возможности, где находятся наши дети. Поэтому сегодня так важен конкурс. То, что сегодня мы делаем, это читающая мама, читающий папа, читающая семья. Мы сейчас посмотрели некоторые ролики. Я очень внимательно смотрела в глаза, пытаясь увидеть что-то у наших детей. Они могут забыть книгу, которую читали, могут забыть писателей, когда вырастут. Но вот этот момент, когда они читают книгу вместе с родителями, они запомнят на всю жизнь. Ведь ребенок становится читателем, находясь на коленях своих родителей. Помните это, пожалуйста. Разве не родители хотят, чтобы дети выросли яркими, умными, развитыми? Это можно сделать только при помощи самого главного и самого хорошего помощника – это книги. Читайте вместе. Пусть то, что мы увидели, будет не разовым, а будет вашей потребностью в вашей семье. Будьте здоровы, будьте счастливы, живите дружно в семье и будьте образованными. Но и как в прошлом году, я хочу вам подарить книги. Это 2 книги. Одна, то, что у меня в прошлом году была, это книга о Республике Коми. Называется она «Красная книга». Здесь очень много поучительного о нашей республике. Есть живые картинки. Вы знаете, я не знакома со всеми работами. Мне очень трудно, очень сложно определить, для кого бы это можно было вручить. Поэтому я доверяю жюри, и хотелось бы, чтобы это были семьи многодетные. Вот такие книжки. И еще книжки. Это сказки о коми-легенды, коми-сказки. Вот такие вот красивые. Так что читайте и будьте счастливы. Спасибо, Галина Анисимовна. Спасибо. Какие важные слова. Да, к сожалению, час пролетел незаметно. И мы, конечно, очень рады, что вы были сегодня вместе с нами на церемонии награждения победителей и призеров. Я хочу вам напомнить слова нашего великого русского педагога Сухомлинского. Чтение – это окошко, через которое наши дети смотрят на мир и познают себя. И, конечно, каким вот это окошко зависит
от вас, уважаемые мамы и папы, дедушки и бабушки. Потому что семья — это действительно то, что сегодня и определяет наших детей как счастливых детей Республики Коми. Потому что если вы счастливы, значит и счастливы наши дети Республики Коми. Мы благодарим всех вас, уважаемые наши друзья, семьи Республики Коми, что вы нашли возможность и приняли участие в конкурсе. Мы понимаем, что это были для вас минуты радости. Радости, потому что вы проводите время со своими детьми каждый день, а во время конкурса вы вместе включились именно в особую атмосферу чтения, семейного чтения. Но мы понимаем, что для каждой семьи это процесс ежедневный. Читайте вместе с детьми, вместе с внуками. И это удивительные минуты, которые всегда сохранятся в памяти, в сердце наших, ваших, наших детей. Итак, мы подводим. Да. Спасибо мы всем, подводим кто подключился итоги. к прямому эфиру, кто смотрел церемонию награждения. Я думаю, порадовались. А мы уже Многие. планируем, что в 2022 году мы вновь объявим конкурс. Республиканский конкурс. Читающая мама, читающий папа, читающая семья, потому что мы читающая Республика Коми. До новых встреч! Всех благ, здоровья и с наступающим Новым годом!